В библиотеке Гаспринского отметили 85 лет со дня рождения писателя, переводчика и публициста Айдера Османова. В рамках мероприятия презентовали выставку «Портрет Айдер Османның эдеби дуньясы», а также провели обзор книг с произведениями писателя. Кутупханемыздың фондларында Айдер Османның сүргүнлүк йылларында чыккан жыйынтыкларынын аман-аман эпси бар. Ондан да кайры белли ки Айдер аганын эсерлери, публицистик макалелери Йылдыз мejmuасында, Ленин байрагы, Яңы Дүйнө газеталарында ве дигер матбуат васталарында чыгып турган эди ве бутун бу эсерлери кутупханемизде сакланмакта. Айдер Осман родился в Сейтлер. Семью выслали в Узбекистан, когда ему было 6 лет. Окончил Маргиланский педагогический техникум, затем факультет журналистики Ташкентского университета. Работал в газете «Ленин байрагы», стал главным редактором журнала «Йылдыз». Айдер Осман – автор ряда сборников рассказов, очерков и повестей. В своих произведениях он отражал боль и переживания народа. Шунда бу адамның терҗемеалы эсерлерин көздөн кечирсек, шунда хусусан бүйүкче несил улар андаки эсерлердеки караманлардын артында өздөрүн көргөндайын олорлар. Мисал үчүн, эркезге, Кеніш дайреге белли болгон Сабыола Хайрола эсерин алсак, öyle bir eser ki bu sürgünlükteki bazı insanlarımızın Allah'ını gösteredi ve anlayan insan için onu göz yaşsız okumak ya mümkün olur ya yok. Ayder Osmansız bugünkü edebiyatımızı, Cenk'ten evvel son gelgen edebiyatımızı tasavvur etmekin çaresi yok. Ayder Osman onun kavi temellerinden biridir. Гостям мероприятия презентовали архивное видеоинтервью Айдера Османа, познакомились с книгами и произведениями писателя. Те, кто работал и был лично знаком с Айдером Османом, поделились своими воспоминаниями. Yıldız'ın okup çıksan tak o kadar anlamayısın, o anlatkandayım. O anlata da nasıl makale, ne hakkında öyle bir terin anlatıp geçiyor. Ama abzorların o birisine işanmaydı. Tek ozu gelip abzorların ilk ayda bir kere ozu gelip abzorların yapıp gidiyordu. Ama hakikaten samimi bir insan idi. Ben onu öyle biliyorum. Айдера Османа не стало 20 июня 1997 года в Ахмеджите. Он похоронен на городском кладбище Абдал. Но живо его литературное наследие, отражающее жизнь не одного поколения крымских татар.